Стерлитамак. Продолжается рабочая поездка временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабирова в этот большой и современный город. В Стерлитамаке много заводов, предприятий и социально значимых объектов. Мы едем на один из них – во дворец спорта Стерлитамак-Арена. Дворец спорта построен в 2012 году, 30 декабря, введен в эксплуатацию. Спартак Галеевич. Приветствую, дорогой. Езжу по городу и любуюсь, Спартак Галеевич. Все-таки вы такое наследство чудесное нам оставили. 21 год. Спартак Галеевич, я вот честно говорю при Владимире Ивановиче, вот начиная с оград, которые вы сделали, вот планировки, это один из лучших городов России, это правда. Вот я уже сам посмотрел и... Ну и самое главное, я так понимаю, воспитали человека, да? Да. Претензии есть к нему? Нет. В настоящий момент проводятся тренировки клуба «Тархан», который выступает в группе высшей лиги А, и молодежные команды, которые выступают в высшей лиге группы Б. Директор клуба «Тархан» Ильгам Рагилович. Наш клуб базируется здесь. Образовался в 2004 году. С 2005 года наша команда участвует в чемпионате России. Для них это город, исторический момент. А в городе, да. Уважаемые ребята, к нам в гости приехал исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Фаритович. Ну, первое, чтобы у вас не было переживаний, ваш клуб нам интересен, важен. Все дальше от вас только зависит. Правительство и те предприятия, которые вам помогают, мы все обязательства выдержим. Вы играете, побеждайте. Я полностью за спорт, я полностью за, в том числе, профессиональный спорт. Команда мастеров, она за собой детишек тянет. Мы, наверное, какую-то спортивную школу-интернат в Уфе будем строить. Потому что интернат, именно интернат является, вот, чтобы вы здесь воспитывали, мы их забирали туда, и они вверх. Поэтому такие планы у нас есть. Что касается с нас, мы все решим. Спасибо. 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 Ради Фаритович, пользуясь случаем, мы хотели бы вам подарить памятный сувенир. Здесь подписи наших детей. Хотелось бы на фоне этого флага вместе сфотографироваться. Возможно? Да, с удовольствием. Внимание. Спасибо. Вот я правильно говорю, что если мы интернат в Уфе сделаем, вот наша молодежь, которую будем потихонечку вытягивать? Абсолютно это правильное решение, потому что и нам проще будет в жизни развиваться, и для детей пропаганда. Любого ребенок может прийти в детский сад, условно говоря, закончить в волейбольном клубе «Урал». Директор клуба «Орлан». Да, давайте пройдем. Пойдем, хорошо. Ваши аплодисменты, уважаемые любители спорта! Хоккейный клуб «Орлан» вручает игровой свитер команды «Орлан» временно исполняющему обязанности главы Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову. Тогда, получается, вот туда продолжать? Да, вот здесь большая поляна у нас.
Да, и там сейчас получается парковка, и вот на эту парковку она позволяет. А эта территория как парковка? Это тоже сюда. Мы сюда парковку Это как парковка, да? будет. Сейчас она как пешеходная зона. Ну, А просто- там у нас получается, там у нас может попасть и коробка сесть, канадская, или же бассейн. Там два варианта. Вот. Вы сами примите решение, Да. мне скажите тогда, Хорошо. что какое-то решение я ваше поддержу. Потому что Валер, вы там с Владимиром Ивановичем сядьте, подумайте, что городу нужнее, то и примем решение. Сейчас тогда Важно городу крышу сделать. сами скажете. Хорошо. Всё, Всё но есть. проект с вас. все есть. Ага. Хорошо. Все, счастливо. До свидания. Счастливо, удачи, до свидания. Ради Фаридович, До свидания. растим новых членов команды Салавата Юлаева? Ну, не обязательно даже Салават Юлаев, просто и Салават Юлаева, и других команд, и в целом крепких, здоровых ребят. Вот будем делать. Здесь вот крыша, говорят, протекает, нужно ремонтировать. Да, разберемся, будем ремонтировать и строить. Ради Хабиров в рамках рабочей поездки в Стерлитамак отправился в детский сад номер 33. В нем пока нет детей. Реконструкцию здания изначально сделали некачественно. После судебных решений ремонт переделывают. Проходите в наш детский сад. Заведующий. Да. Заведующий без детей. Пока. Детей много у нас. А насколько детей садится? Большой вес? Проектная мощность 140, но посещало 300 ребятишек. Да, да, потому что площади большие, по Санпину нам позволяет это все. Да, большой детский сад. Вот, в принципе, вот здесь вот были металлические стежи, и уже сделали штукатурный слой и готовы под подкраску. Также идет восстановление керамической плитки в туалетных и моечных комнатах. А вам лицензию по новой нужно будет получить? Нет, нет, у вас нет. лицензия Она у нас действующая, бессрочная, да. У нас и медицинская Тогда вам деятельность. только, соответственно, покрасить. Да, привести в соответствие и... Да, там сейчас спортзал надо вот. Да, вот иду. Что? Слушайте, большой, чудесный. Да, площадь большая, 8 групповых комнат. У вас коллектив уже сформирован? Да, 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 23 педработника. Хотела показать музыкальный зал физкультурный. Здесь уже работа идет полным ходом. То есть вот эти вот листы заменены и уже уложили новые листы. Да, да. Так, и сверху вытяжные светофор и положим противопожарную. Такая же ситуация напротив в физкультурном зале. То есть процесс идет, работа движется. Хороший садик. Были небольшие проблемы, застройщики не могли разобраться с проектантами. Ну, Сейчас решили Сейчас вопрос? вопрос решен, там, да, мировое соглашение подписали. Ну ладно. Ну что, ждите детей. Спасибо. Давайте. Всего Хорошо, хорошего. спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Ради Фаридович, это один из объектов и тоже проблемный в Стерлитамаке. Да, он проблемный, но некачественный, соответственно, строитель был. Но надо отдать ему должное, он признал. И, соответственно, сейчас в рамках гарантии исправляет ситуацию. Поэтому, вот как мне коллеги обещают, что в мае сюда уже дети зайдут. Насыщенная у Хороший нас шаг. поездка. Да, серьезно. Едем дальше. Едем. Молочная кухня. Еще один объект в рамках рабочей поездки временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабирова в Стерлитамак. Она пока не работает, но очень скоро ее запустят. Цех приемки молока и изготовления молока. То есть мы принимаем, машину подъезжаем, мы принимаем. Далее производится частичная доработка, потому что молоко пастеризованное и, соответственно, требования высокие к детскому питанию. И фасовка молока. То есть здесь пастеризованное молоко, да? Да. только, да? Это цех Не пастеризации. кефир, ничего, Нет, это нет, только молоко. нет. Для детей. именно. Для То есть, детей, да, да. Далее у нас цех творожной продукции. Цех творожной продукции. Здесь, соответственно, производится изготовление и упаковка творожной продукции. Значит, ассортимент какой? Молоко, творожная продукция. Основные наименования это как раз молоко, это различные йогурты, это кефир, это творог. Именно для детей от 0 до 3 лет.
Ну и дальше, естественно, тоже это будет использоваться по возрасту. На сегодня здесь рассчитано, что мы должны обслуживать, мощность позволит охватить это 1400 детей из социальных категорий. И плюс еще производство рассчитано на охват порядка 11 тысяч детей, это уже на коммерческой основе. То есть, в принципе, все необходимые затраты 4 районов, это Стерлитамак, Ишимбайский, Мелиус и Салават, мы закроем полностью. А когда вы готовы открываться? И мы планируем, что как раз к Дню защиты детей мы должны этот пункт открыть. 1 июня будет, 1 июня. Я, знаете, такой мини-социологический опрос проводил, но он был такой, вполне себе демонстративно. Там несколько десятков тысяч людей сказали, что там где-то 97 говорят, что дайте нам лучше вот кисломолочная продукция, чем смеси. Смеси тоже кто-то возьмет, наверное, но кисломолочная хорошо. Единственная вот задача главная – это создать удобную распределительную систему. В понедельник на ВКС доложите о ваших планах, ладно? Когда вы это откроете, когда Нефтекамск открывать будете и так далее, посчитывайте. И какую потребность мы закрываем. Пока у нас, откровенно говоря, мы закрываем города, да? Но люди же, в принципе, если село будет выражать намерение, то, конечно, и село платит. Спасибо большое, хорошую историю вы сделали. Очень-очень хорошая история. Потому что, по сути, речь идет о чем? По сути, речь идет о возрождении молочной кухни. Это аналог молочной кухни. И здоровье подрастающих поколений. А это, да, вопрос, дети. Да, это дети, конечно. Поэтому это очень амбициозный проект, на самом деле. Он маленький, кажется, но он очень амбициозный. Возрождаем, начинаем старое, забытое? Ну, да. Мы просто подхватываем инициативу Уфы, потому что в Уфе эта система хорошо работает и довольно популярна у мамочек. Поэтому вот сейчас вторая ласточка, скажем так, это Стерлитамак. И я вот заслушаю коллег на правительстве, они мне доложат, когда мы следующие. Это Нефтекамск, то есть мы охватим север, это Сибай, Белорецк, и это Куст, Белебей, Туймазы, Октябрьский. Один из городов выберем. Поэтому вот у меня видение такое, что к концу года мы эту историю замкнули, и подавляющее большинство желающих мамочек, они смогут получать этот продукт. Но здесь очень важно, вот я об этом сейчас акцентировал, сделать удобное распределение, потому что 280-тысячного города, если будет только один пункт раздачи, неудобно, мамочки не будут ездить. Поэтому вот надо еще открывать распределительную сеть. Это самая, по идее, одна из самых сложных задач. Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Стерлитамаку едет в среднюю школу номер 23, пока в самую большую школу в Башкортостане. Директор школы, Оксана Васильевна. Идемте, приглашаем вас в нашу школу. Да. Школа у нас запустилась 5 февраля 2019 года. Школа строилась по программе 100 объектов столетию Республики Башкортостан на 1225 мест. Она состоит у нас из 3 блоков, 2 учебных и 1 спортивного. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас в нашем музее. У нашего музея большая задача, работа на будущее, направленность. Наши ребята здесь проводят не только экскурсии, которые создают, пишут сами, но еще и ведут большую исследовательскую работу. В нашем музее вы можете видеть экспонаты, найденные на месте гибели солдат. Стенд с именами героев, которые прославили наш город, и в честь многих из них были названы улицы нашего города. И мы этим очень гордимся. Герой Советского Союза, получается. Да, 28 у нас героев. У нас в республике почти 300 героев Советского Союза. Это почти 300, да, поэтому. Конечно, огромное количество. Вот кабинет биологии сейчас. Сегодня у нас. Здравствуйте, ребята! В компьютере установлена специальная программа отработки. Это непрямого массажа сердца и искусственное дыхание. Впереди нас всех ожидают летние каникулы, отдых на водоемах. Мы должны быть готовы уметь не растеряться в чрезвычайных ситуациях и правильно оказать первую доврачебную помощь. А плавать-то все умеете, нет? Надо научиться плавать обязательно. А то лето, говорят, наступает сейчас. А где дети купаются? У нас Ашкадар делает. Ашкадар есть там, да? Делаем. Ну, конечно, чтобы им в жизни это не пригодилось, но знать надо. Но нужно уметь быть готовым ко всему.
Радий Фаридович, у нас в школе есть актовый зал, он порядка 500 посадочных мест, он очень большой, красивый, уютный. Сегодня там проходит торжественное мероприятие. Слово имеет временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, дорогие учителя. С большим удовольствием сегодня приехал в ваш город, в вашу замечательную школу. Ваша школа просто уникальная, и я очень надеюсь, что сейчас ваша школа красива стенами, классами, но через какие-то годы основной красотой вашей школы будете вы, как выпускники. Надеюсь и уверен, что многие из вас прославят не только вашу школу, но прославят нашу республику и прославят нашу великую Россию. Право повязать галстуки предоставляется временно исполняющему обязанности главы Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову, главе администрации городского округа города Стерлитамак Владимиру Ивановичу Куликову, волонтерам и старшим вожатым образовательных организаций. Дорогие друзья, давайте подарим дружные аплодисменты. Семьи. Будьте активными, успешными, полезными своему городу, республике и нашей стране. Радий Фаридович, неожиданные цвета галстука. Да, ну, это творчество. Но вы с удовольствием повязали. Конечно. Есть перспективы таких организаций? Конечно, есть. Это же в этом, понимаете, это же самые лучшие идеалы нашего детства. Дружбы, поддержки, заботы о ближнем. У нас главная была задача, когда мы образовались на парктехну, сделать полный цикл наших технических и творческих объединений, замкнуть, чтобы учащиеся проходили от начала разработки, проектирования и изготовления готовых моделей. Для этого у нас есть полная станочная база, лазерная резка, 3D-станок и материальная база, позволяющая тренироваться. Вот у нас разработана полная готовая модель спортивного направления. У нас мы лидеры в Республике Башкортостан в области. Это вырезается? Да, это вырезается, готовый, вот, из нее собирается вот готовая модель, это результат. И все это делается с помощью компьютера, с помощью новых технологий. А здесь у нас вот наш, я его называю наш уникум, Борис. Да. Вы его знаете, вы его награждали. Ну, Борь, давай, рассказывай. Это он сам все своими руками делал совместно со своим учителем. Здравствуйте, я Лопков Борис. В прошлом учебном году я стал победителем всех 4 этапов Всероссийской олимпиады школьников. Ну и куда ты думаешь поступать? Поступать в наш Башкирский нефтяной технический университет. А какой факультет? Инженерный. Инженерный. Да. Конечно, инженерный. Да? Да. Спасибо. Вы студент медколледжа, да? Медицинского колледжа, да, Радий Фаридович. А вот поступать дальше в медуниверситет будете? Конечно. Будете, да. У нас самая большая проблема, которую, наверное, вы знаете, с медициной, нам не хватает врачей. Поэтому я принял решение, и эту программу сейчас мы уже формируем, создать именно для вас особые условия, создать вам меры поддержки. Те, кто из вас заканчивает медицинское училище, многие из вас из таких простых семей и сложно себя содержать, значит, в городе Уфе, платить за общежитие, там, себе одежду и учебу и прочее. Мы примем меры поддержки. Если вы идете туда, то мы вас эти 6 лет будем поддерживать. Мы 27 человек выпускников готовим, да, уже готовим переподготовку. 20 человек будет работать на скорой помощи города Стерлитамак, а 7 будут в Фурийском районе, тоже на скорой помощи. То есть мы решили поддержать, говорить, тоже наше здравоохранение. Вот это да. Будущее здравоохранения. Да. Ну, можно с вами сфотографировать? Конечно, с удовольствием. У меня сфотографировать. Еще раз вам всем говорю спасибо. Вы выбрали себе замечательную профессию. Ну, будьте ей верны до конца. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания.
Вы с улыбкой, впечатления хорошие? Конечно, конечно. Как школа Я вообще вообще? всегда радуюсь, когда такие вот мы создаем такие большие социальные объекты для людей, для детей. Ну, я не знаю, у меня такое ощущение, что из этих школ должны просто, обязаны выходить, во-первых, очень образованные люди, во-вторых, просто хорошие ребята. Но мы строим школы, мы строим. Мы строим их очень много, школы, садики, дворцы культуры. У нас большая программа. И хочу сказать, что с завершением, понятно, праздничных мероприятий, посвященных столетию республики, мы совсем темпы не сбавим. Мы также и будем строить и строить. Спасибо. Детская больница – следующий объект рабочей поездки по Стерлитамаку временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Здание больницы построили в 1991 году. С тех пор капитально его не ремонтировали. Принимают здесь детей из Стерлитамака и 6 близлежащих районов – Стерлитамакского, Стерлибашевского, Федоровского, Гафурийского, Миякинского, Альшеевского и Аургазинского. Здравствуйте. Не беспокоит? Я на секундочку. Здравствуйте. Приболели, что ли? Ну, все хорошо? Хорошо лечишь. Лечится нормально все? Хорошие отношения, девчонка? Да, хорошо. Да. Ну, вы выздоравливаете, нет? Да, уже тут. Температура или что? Ну, только проснулся. Простужались, да, наверное? Да, проснулся. Ну, извините, пожалуйста, нас, чтобы вы беспокоили. Вы выздоравливаете, ладно? Вы выздоравливаете, еще нам рожаете. Мы вам много больниц построим. Спасибо. Будьте не подумайте. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Вы знаете, что живем мы сейчас в парадигме национальных проектов президента. Ключевое там направление здравоохранения. Я вот даже не понимаю, но Стерлитамак, второй по величине город, красивый, активный, с хорошо работающей промышленностью. Почему сюда не возвращаются ваши выпускники? Помимо этого, у меня какая просьба? Вы знаете все те программы, которые мы в республике, и 125 миллионов мы бюджет заложили для узких специалистов. Пользуйтесь, пожалуйста, там, ведите эту работу, готовы выделять. Помимо нацпроекта купили сами за счет бюджета республики кареты скорой помощи, мы вам существенно эту ситуацию улучшили. По строительству, вот я не сказал, Владимир Ильич, надо подготовиться и ко мне просто подойти уже в рабочем режиме, да, вот, когда будете готовы, что вас наиболее волнует, потому что приоритетов много, вы сами должны определить, как. Я ведь не знаю, какую больницу, капремонт, какие средства и так далее. Но мне бы, конечно, было гораздо интереснее, если вы сами определяете очередность. Второе, готовите проектно-сметную документацию, проходите экспертизу, и в момент, когда подаете на экспертизу, приходите ко мне, и мы начинаем вас ставить в очередность решения задач. Такие возможности у нас, полагаю, тоже есть. Разумное очень, на мой взгляд, предложение, я как-то не задумывался. У вас, Владимир Ильич, нету отдела, да, здравоохранения? Нам надо будет об этом подумать. И я со всеми главами тоже об этом переговорю. По крайней мере, в крупных городах, крупных наших муниципалитетах, наверное, надо будет возрождать отдел здравоохранения. Но с вашей стороны мы ждем вот такого профессионального, очень теплого, доброго, вежливого отношения к нашим пациентам. Желаю вам всем не болеть, крепкого здоровья. Живете вы в хорошем городе, значит, будем поддерживать город. Гордимся мы Стерлитамаком на самом деле, поэтому спасибо большое. Спасибо. Стерлитамак у нас и индустриальный получился, и спортивный, и медицинский. У вас как впечатление в целом? У меня очень хорошее впечатление. Может быть, потому что солнце светит, но действительно город Стерлитамак всегда был хорошим, стабильным городом. И я признателен сейчас руководству города, которые вот те стандарты, которые есть, управленческие держат, стандарты поддержания жизни, оказания содействия развитию промышленности. Вот это та ситуация, когда им хочется помогать. Значит, будем помогать и вместе будем развиваться. Спасибо. Спасибо.